второй план, вот это все тоже нужно дописывать, где-то проработать детали, где-то сделать акцент, где-то списать. Если в глазах любителей это большое красочное полотно уже представляет из себя законченный шедевр, то опытный взгляд художника тут же определит, что картина недописана, признается Батыр Картоев. Начатая им еще в конце 90-х работа, изображающая древний ингушский обряд жертвоприношения, совсем скоро будет завершена и займет свое место в музее ИЗО в Карабулаке. Но добавить штрихи и придать реалистичность картине не главное. В полотне должна жить и мысль самого художника, а разгадать ее пусть попытается зритель. Живописец, который передает все, что он видит, не думая об этом, похож на зеркало, которое отражает действительность. Вот художник должен придерживаться этого принципа, чтобы каждый подходит, допустим, любой зритель, чтобы он был соучастником этого действия. Увлекаться рисованием Батыр Картоев начал еще с детства. В 1989 году закончил художественный техникум во Владикавказе. Затем его работы стали украшать различные выставки как в регионе, так и за его пределами. С 2006 года мастер кисти входит в Союз художников России, а совсем недавно получил звание народного художника Ингушетии. Большое содействие в этом оказали сотрудники музея ИЗО. Для самого Батыра Картоева новое звание стало приятной неожиданностью. Если твои какие-то, может, небольшие заслуги оцениваются, это любому человеку приятно. Мастерская теперь уже народного художника Ингушетии скорее напоминает небольшую выставку. Только автор всех работ он сам. Но красочные горные пейзажи и башенные комплексы разбавляет эта работа. Ее художник написал порядка 20 лет назад, под впечатлением от нашей ингушской истории. Сидит обрек, он в напряжении, он вот так вот вперед напрягся. Тем не менее, сзади него скала. Человека загнали в угол, называется. У меня такая аллергия была. Впереди лежит ружье, которое постоянно должно быть заряжено. В любой момент он ждет опасности. Ни в одну картину не вложено столько сильных эмоций, как в эту, написанную 5 лет назад. Она изображает портрет отца художника, Магомеда, советского офицера, прошедшего Великую Отечественную. Именно он всегда поддерживал увлечение сына творчеством и был примером настоящего ингушского мужчины. Эмоций много, но все не передашь. Постоянно о чем-то думаешь, как он жил, что он делал, как он воевал. Как он с детства без отца, матери вырос. Тяжелые, конечно, мысли тяжелые. Частицу своей души художник вкладывает в каждую работу, а их у него порядка 100. И они не раз радовали ценителей искусства на выставках в Москве, Казани, Казахстане, Кабардино-Балкарии и Дагестане. Многие можно найти в коллекциях различных российских музеев. Почти все посвящены любимому и родному краю. Допустим, взять меня, посадить где-нибудь в пустыне. Какие у меня могут быть эмоции внутреннее какое-то сознание у меня будет. Я буду видеть песок и все, больше ничего. А тут внутреннее сопереживание со своим народом, и поэтому это естественное, по-моему, состояние человека, чтобы передать историю свою, культуру, быт. Уже более 30 лет свою любовь к творчеству, народу, его обычаям, традициям Батыр Картоев передает и своим ученикам в Малгобекской художественной школе. Не каждый может стать художником, но научить ребенка видеть красоту окружающего мира просто необходимо, уверен мастер кисти. Строитель, вали художник, вали спортсмен, вали музыкант, вали бедарт. Эгер сак хави вашля дуали, сукха шанс обычного общеобразовательной школы жить. В планах у художника закончить несколько работ и ждать окончания пандемии, чтобы вновь учить детей азам рисования. А звание народного художника дает ему стимулы работать с еще большим энтузиазмом и дальше. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.